УВКБ ООН озабочен продолжающимися случаями задержания и депортации афганских беженцев из Таджикистана. Предоставление ПЦР-теста при прилете в Таджикистан стало обязательным. Российские СМИ утверждают, что Талибан перебрасывает свои войска на границу с Таджикистаном. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило серьезную озабоченность в связи с продолжающимися случаями задержания и депортации афганских беженцев из Таджикистана и потребовало прекратить эти действия. Реакция власти Таджикистана на это заявление пока не последовала. Ранее радио «Зоди» со ссылкой на свои источники сообщало, что не менее 9 граждан Афганистана за последние дни были депортированы из Таджикистана. УВКБ ООН предупреждает, что принудительное возвращение людей, спасающихся от преследований, обратно в свою страну против их воли является незаконным и подвергает их жизни опасности, говорится в обнародованном 25 августа заявлении ведомства. В заявлении отмечается, что в ходе последнего инцидента 5 афганцев, в том числе и семьи, состоящие из 3 детей и их матери, были возвращены в Афганистан во вторник 23 августа этого года через пограничный контрольный пропускной пункт Панджи-Поян на юге Таджикистана, несмотря на попытки УВКБ ООН предотвратить депортацию. Предоставление ПЦР-теста или сертификата о вакцинации при прилете в Таджикистан стало обязательным. Такое решение принял Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 в некоторых странах, передает агентство ХОВАР. Агентству гражданской авиации при правительстве Таджикистана поручено довести информацию до сведения граждан и гостей республики. По данным агентства, каждое государство ввело свои требования по предоставлению ПЦР-теста или справки о прививках, и граждан Таджикистана просят внимательно изучать требования при въезде в какую-либо страну при покупке билета на самолет. В агентстве гражданской авиации также отмечают, что ограничения носят временный характер. Данные санитарные меры введены временно в целях предотвращения распространения COVID-19 и будут сняты при улучшении ситуации, отметили в ведомстве. Российские порталы Avia.pro и Военное дело сообщают о том, что Талибан перебрасывает свои войска на границу Таджикистана. Эта информация появилась сразу после того, как министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС в Ташкенте заявил, что Россия на фоне ситуации в Афганистане увеличивает боеготовность своих военных баз, дислоцированных в Таджикистане и Кыргызстане. Avia.pro сообщает, что танки, другая бронетехника движения «Талибан» замечены движущимися в сторону границы Таджикистана. Речь идет о развертывании крупной группировки террористов в сравнительной близости от границы с этим государством, что может являться свидетельством того, что террористы подготавливаются к нападению на Таджикистан, отмечает издание. Avia.pro напоминает, что несколько недель назад полевые командиры «Талибан» вновь сделали угрозы в адрес Таджикистана. Это произошло на фоне того, как талибам было отказано в возвращении вертолетов и самолетов, угнанных из Афганистана год назад местными военными летчиками. Перед захватом власти в стране талибами с целью не дать боевикам этого радикального движения завладеть этой военной техникой. Угрозы, судя по всему, являются более чем реальной, поскольку если ранее в районе границы с Таджикистаном наблюдались только крупные отряды боевиков, то текущая переброска военной техники вновь свидетельствует о том, что джихадисты готовятся к нападению, говорится в статье Avia.pro. Военное дело пишет, что после того, как власти Таджикистана отказались возвращать талибам авиационную технику, угнанную из Афганистана афганскими летчиками, появились сообщения о стягивании пехоты и бронетехники движения «Талибан» к границе Таджикистана. Такие действия зафиксированы после угроз полевых командиров Талибана в адрес соседней страны, отмечается в статье. Эту информацию еще не комментировали официальные представители Таджикистана и движения «Талибан», но недавно один из крупных командиров Талибан угрожал захватить Таджикистан в течение одной недели. До него пресс-секретарь талибов грозился захватить Таджикистан в течение суток, если мировое сообщество позволит. Таджикистан, единственный из стран соседей Афганистана, категорически не принял новый режим талибов, оказывает поддержку антиталибскому фронту национального сопротивления Афганистана под командованием Ахмада Масуда, сына легендарного Ахмад-Шаха Масуда, и потребовал у талибов выделить достойное место таджикам Афганистана в своем правительстве.